По регулированию и развитию финрынка отобрала лицензию у микрофинансовой организации, которая нарушала права заемщиков. И таких компаний немало, говорят в ведомстве. Эксперт отмечает, что недобросовестность подобных МФО, которые занимают деньги под зарплату, вновь приводит к закредитованности казахстанцев. Подробности у Дильмурата Муталипова. В Казахстане проект «Деньги под зарплату» вызывает много нареканий. Чаще всего такие микрокредитные организации грешат тем, что выдают займы на месяц без подтверждения дохода, что является нарушением закона о банковской деятельности, предупреждают эксперты. Вольно или невольно, намеренно или не намеренно, но они все-таки идут на нарушение и выдают все новые и новые кредиты, не опираясь на коэффициент долговой нагрузки, который является основным продуциальным нормативом, который говорит о том, что если вы, допустим, уже загружены до 50% на ежемесячное погашение, то следующий кредит вам не одобряется. Но, к сожалению, вот эти МФО идут на нарушение. Помимо несоблюдения коэффициента долговой нагрузки заемщика, микрокредитные организации еще превышают размер годовой эффективной ставки, говорится в сообщении агентства по развитию и регулированию финансового рынка. Еще один бич со стороны компаний, дающих долг под зарплату, начисление штрафов во время рассмотрения заявления на реструктуризацию микрокредита. Это тоже нарушение профильного закона, подчеркивают специалисты. С этим согласна ассоциация Казфинтех, которая курирует краткосрочную выдачу онлайн-займов. Но тут ситуация непростая. На отечественном рынке есть МФО, работающие в тени. Что касается выдачи займа на месяц без подтверждения дохода, то тут можно поспорить, говорят в ассоциации. Сейчас законодательно при проверке доходов компании могут опираться на данные, которые представляет сам заемщик, либо косвенными методами могут оценивать его доходы. Если компании выдают тем людям, у которых действительно нет никаких доходов, это не является сейчас незаконным, но это является проблемой. В Казахстане из 254 микрофинансовых организаций 50 компаний занимаются онлайн-кредитованием. В этой связи Агентство по развитию и регулированию финансового рынка еще в прошлом году предлагало отменить микрокредит сроком до 45 дней и суммой до 50 МРП. Эта инициатива пока еще обсуждается участниками рынка. Стоит отметить, что свыше 300 тысяч казахстанцев еще в конце прошлого года уже просрочили онлайн-займы. Общий долг составил около 37 миллиардов тенге. Дильмурат Муталипов, Данияр Муптикеев, Атамекен Бизнес.